Мои дорогие Ирдикхелши, доброе утро. С вами снова Лейла. Друзья, как видите, я опять в рабочем видео, у меня заказы. Эти заказы поступают уже третий день подряд, и поэтому у меня не получается с вами выйти на связь, хотя очень хочется. Я уже соскучилась по комментариям. Вчера, когда готовила заказы, смотрю, каждый раз заглядываю, и нет, я говорю, Мадина, нет комментариев. Она мне говорит, а что ты хочешь, ты же ничего не выпускала. Так что, друзья, сегодня вышло просто в действительности, опять-таки, немножко хочу, у меня был отснят небольшой материал, но опять-таки, чтобы было понятно, потому что это уже позавчера снято, у меня выпустить, смонтировать не получилось. Я хочу с вами поделиться, чем я занималась, так немножко расскажу и поставлю этот ролик, потому что тем более вы в прямом эфире, когда вы были, спрашивали о маме, и как раз получилось, этот же день приехала Мадина с детьми, и мама их встречала. И мне жалко этот отснятый материал. И в тот день немножко мы тут жарили рыбу, кое-что, но так это было все в спешке, потому что и в тот день у меня был заказ. Я лепила галушки до приезда Мадины. И потом после того, как мы пожарили рыбу, мы опять стали лепить галушки. И как-то ничего и не снимали, пока там она малыша укладывала. Все в этом и не получалось, вы меня извините. Но и все-таки хочется быть с вами на связи. Поэтому сейчас я вам это все объясню, поставлю этот ролик, просто чтобы не отсутствовать у вас, потому что у меня опять сегодня ничего не получается снимать, у меня ничего не получается делать. Дело в том, что опять у меня заказ. Расскажу немножко о заказах. Сейчас, и даже чтобы не стоять, может быть, даже лук почищу. Я не знаю, мне видно или нет. Так, ну, конечно, наверное, видно. Значит так, друзья, я буду чистить зуб и с вами разговаривать. Наверное, так даже будет лучше, чем я буду просто так стоять без дела. Дело в том, что у меня поступают один за другим заказы на то, чтобы, ну, на готовую продукцию и на полуфабрикаты, как вы знаете. На готовую продукцию и на полуфабрикаты. Дело в том, что позавчера, я говорю, у меня поступил заказ на галушки, но это просто не одни галушки были. В этот день мы налепили килограмма 2, а ей надо было побольше еще. Но с малышами, с гостями, сами понимаете, что не очень-то получается. Заказ поступил этот заказ от той женщины, которая мне заказывала, помните, большой заказ у меня был. Для мужчины, который один у нас держит пост, у него некому готовить. Ну, у него не все, конечно, закончилось, просто чтобы до того, как у него что-то закончится, жена еще раз перезаказала кое-что, что у него, короче, там закончилось. А что заказала и что я сделала, я вам расскажу. Да, еще в тот день, когда приехала Мадина, поступил заказ на готовую продукцию, а в тот день я даже не могла, мне нельзя было даже туда идти, потому что меня пригласили на садаку, которую делает мой двоюродный, не мой, а двоюродный брат моего мужа. Каждый год он делает, мы каждый год там собираемся. Но у меня опять-таки из-за этого заказа даже туда пойти не получилось. Это вот здесь у нас Кантышево. Пошли мои мальчики. Я Ибрагима попросила, чтобы он мне снял там кое-что. Он снял. Но если бы я сама там была, конечно, я бы сняла очень много. Мне очень хотелось снять теток моего мужа, уже пожилых женщин в годах наших, чтобы даже сохранить их в памяти. Но вот меня очень попросила моя дочь, чтобы я выполнила этот заказ. Пришлось мне жарить котлеты, делать пюре, делать морковный салат, варить манты. И этот заказ уже надо было к 7 часам отправить. А после того, как я сделала этот заказ, делала еще галушки, потом сама поела, уже сил не было пойти. Хотя можно было бы и попозже пойти, но я уже не могла. Тем более, вы знаете, мои такие подписчики, которые постоянно смотрят, они знают, что после того, как я поем, у меня голова болит еще больше. Я просто не смогла пойти. Вот такие вот у меня сумбурные эти 2-3 дня, друзья, пока меня не было с вами. Ну ничего, все, главное, самое главное, я успеваю. Самое главное, вроде бы то, что я готовила, нравится. Те же самые, что позавчера заказывали котлеты, вчера опять заказали у меня другой заказ. И получилось, что у меня 2-3 заказа одновременно надо было вчера отправить. У меня опять не получилось.
Тоже мы с Мадиной, Мадина еще не уехала вчера до этого, она мне помогала, но у нее малыш тоже плачет, сами знаете. Тоже мы начали снимать, а потом уже не получалось снимать, потому что тут варится, там жарится, потом включать, выключать, а постоянно оставить камеру тоже не вариант. И поэтому вчера так и не получилось снять. Я так уже начинала, думаю, вот сварила мясо, поставила, несколько заготовок у меня было, чтобы смонтировать и показать, как я это делаю. А потом еще один заказ поступил. Куда, какой там снимать, какой быстрый. Что быстрее, 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 так и делали вчера. Даже бабушка сидела часа 2, укачивала Мухаммеда, чтобы Мадинка мне помогала. Ну, тоже справились. Вот вчера был вот такой заказ. Один заказ был, надо было сварить манты, готовые манты сварить, сделать подливу и пожарить котлеты. Один заказ был, короче, картошку отварить. Это заказы от 3 человек сразу. Отварить картошку, сделать нашу подливу, которую мы делаем, творог и творог с маслом, короче. Картошка вареная на 7 человек, вот эта подлива на 7 человек и на 7 человек, ну 7 порций мант, короче, надо было. Это был один заказ. Ну и вот этот третий заказ, который мне женщина заказывала, вот этот, вот, который я говорила, мы заранее немножко с Мадиной успели сделать галушки. Мы вчера опять доделывали галушки для них, сделали манты ему. Потом надо было сделать суп-шурпу для него, суп-шурпу сделала. Но нужно было сделать голубцы, сделала голубцы. Потом тефтели надо было сделать, и тефтели сделала. Потом она еще увеличила заказ на мясо вареное. Ой, извините. Мясо вареного надо было сварить 3 килограмма мяса и тоже заморозить мясо и заморозить бульон. Но все это я ничего для них не успела заморозить, кроме галушек. Потому что, ну, мы, в принципе, хоть и не заморозили, но я его остудила, запаковала. Вот это вот я хотела показать, как это все запаковывается. Мне, ну, чтобы вам было интересно, наверное, может быть. Но не получилось, я очень спешила. И вот так вот проходили у меня эти дни, друзья. Ну, думаю, вчера все заказы отданы. Вроде бы сегодня ничего не будет. Я думала, сегодня что-нибудь там займусь своей рассадой. У меня рассада перерастает. Та, которую я пересадила в стаканчики, уже выросла. В принципе, можно даже в огород высаживать. А то, что стоит, сидит у меня в этих коробочках, она уже бедненькая вытянулась. Во-первых, ей не хватает света. Я выношу, заношу, вожусь с этой рассадой. Нужно ее перепикировать в стаканчики, но, по-моему, уже даже поздно, я не знаю. Думала, сегодня займусь рассадой, займусь своим домом. Нужно мне было 23 цветка пересадить в горшки, комнатные цветы. Но не тут-то было. Опять поступил заказ, опять пельмени, опять манты. И опять мне с этим возиться, ну, часа до 2, наверное, стопудово, до 3 мне надо будет с ними повозиться. А потом уже его самим ифтар готовить для нас. Поэтому решила с вами немножечко так поговорить, выйти на связи, выпустить вот этот вот кусочек, что мы позавчера снимали. Аишка, как мне тут помогала кур кормить, вернее не кур, а цыплят с Ибрагимом. Вот такие вот дела, друзья. Надеюсь, я вам все объяснила, все рассказала. Погода у нас солнечная, прям 25 градусов тепла, хорошо, тепло. Расцвела черешня у меня, очень даже так красиво расцвела. Я вам покажу ее попозже, когда уже буду снимать в огороде. Сейчас я уже одета, выходить не буду. И, друзья, мы на работе тоже обязательно одевали этот халат. Этот халат у меня еще с работы. И когда я делаю какие-то заказы, я его одеваю специально, чтобы когда я выхожу, чтобы снять его и не пачкать. Потому что все-таки, когда готовишь для людей, а я не живу в квартире, я живу с хозяйством, мне надо и выходить, и заходить. Поэтому вот так вот я хочу объяснить, почему на мне этот белый халат. Меня несколько раз спрашивали. Вот так вот, друзья. Ну, на этом, наверное, я свое вступление закончу. А вы посмотрите дальше, что у нас было позавчера.
И да, я хотела тогда, когда Мадина у нас была, она мне привезла очень много гостинцев, так начала рассказывать об этом, но этот кусочек почему-то у меня не получился. Я даже не знаю, на каком мы снимали, на 2 телефонах. Видимо, я снимала на сыне телефона старшего. Он или удалил, или что, я не знаю. Короче, не нашла этот кусок. И просто хотела рассказать, что вот месяц Рамадан обычно дети, которые живут отдельно от родителей, даже сыновья со снохами, если, или вот дочка замужем, когда приходит в месяц Рамадан к родителям, то обязательно стараются, ну не обязательно, конечно, это не обязательно, но все-таки стараются что-то как-то для своих родителей, ну, типа для угощения принести что-нибудь, что вот и Мадина тоже принесла столько сумок, я говорю, ты что это сделала столько расходов, не хочется все-таки, чтобы дети тратились, но тем не менее было и приятно, привезла все, что я люблю, привезла все, что бабушка любит из фруктов. Привезла для меня манго, грейпфрукт, который я люблю. Привезла апельсиновый сок, я тоже очень люблю апельсиновый сок. Много остальных фруктов привезла. Привезла все фрукты, короче. Клубнику привезла, бананы, яблоки, апельсины, чего только не было. Привезла вот эту рыбу окунь для нас. Я ее тоже очень люблю. И вот так вот дети стараются именно в месяц Рамадан, действительно, угостить своих родителей чем-то там. Привезла еще пирожные очень вкусные. Ну, такими вот вещами угостить. Также и сыновья со снохами это обычно делают, и дочки, если едут в гости к своим родителям. Вот такие тоже у нас вот, типа, ну, может быть, и не обычаи, может быть, и не традиция. Ну, вот так вот, ну, в принципе, во всех семьях это, по-моему, делается. Стараются угодить своим родителям именно в этот месяц. Потому что действительно этот месяц священный, делают садаку. И вот так вот, друзья, вот на этом я хочу закончить теперь действительно. А дальше, если вы посмотрите, то посмотрите, как прабабушка встречала внуков, и как у нас Аишка кормила птичку. На этом все, друзья. Большое вам спасибо. Всех благ вам, мира и благоденствия. Ну вот как-то так. Так, приехали мои гости. Аишка, оказывается, в машине заснула. Прям с дома спит. Аишка! Даже машину переложили. Аишка! Привет! Ой, что это такое? Что это такое? Что это такое? А да, бабушка его. Что это такое? Что это такое? Вот прабабушка идет встречать своих правнуков. Мухаммед. محمد حولها أجيت جهن حول ياتي تجيع محمد ياتي تجيع Аишка, Мухаммед, ياتي تجيع حيلي حز ماما يا حيلي حيلي أزمريو عيشة يوا أزميو ما برشكم ديك عم وديو شبعك شو تأمدو لو تنبارك وين وات بخيط تنبارك عيشة حاجة ناسيو حاجة عيشة Ой, ой يا خالتك ой, Асюня, Аишка, Хазин, حيا Асюня. محمد والشوط Ой, Зелётую, сегодня про бабушку спрашивали, вот как раз, вот она и бабушка. ماشي واخو يابا خلاص انت تموت جاي هيشرب ده ماشي واخو بقى وكم ماشي Все, Аишка. А Аханда Оля, привет. Привет. Да, мама и подписчики, привет. Да, привет. يا خايفة Дяль, привет.
Сюда нет. А жил на нас, на низ. Нами, мама, привет. Алцер, церк, алцер. Зрителиш, привет. Подагёлыш, бархач, Привет! Приезжайте ко мне, я самая молодая, самая красивая. Бабушке привет передай, Янцу, Масыне. Привет всем. Маршал дали Янцу. Да, долгше, мершли лучше, мудр бард могуче. Тили мерши долгше, юхту долгше, я марши будто дорогие. Амин, амин. Мершли лучше. Мам, перейдешь? Мухалчо, мудр бард могуче. Дай Бог, чтоб все было красиво, хорошо. Камал, видишь? Давай, аж ты скоро. Кидай корм. Давай, аж ты. Вот, щенкивица, аж ты щенкивица. Вот умничка. Аж ты, аж ты. Вот ты. Эшка, что ты делаешь? Эшка, подожди. حعرف ديجا كنت مرتاحة من الجري؟ يا اش تصدق вот ты что. Вот так. Молодец. Аиша? Аиша, проголодались? Птицы проголодались? Да. Все? Давай еще, давай. Еще давай, еще давай. Молодец. Все, трогай. Давай, отдадим корм. Осторожно. 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 А чё ты, а чё ты? Чё ты, а чё ты? Давай, давай. Давай. Молодец. Все. Все. А так. Пойдем чистить руки? Пойдем? До ифтара осталось очень мало времени, но я хотела сделать куриные котлеты. Ну, раз Мадина привезла рыбу, чтобы ее не замораживать, решила просто ее пожарить. Я ее посолила, сейчас буду добавлять приправы для рыбы и обжарю. Там запекать, что-то делать. Невероятно мало времени осталось у меня. И поэтому просто так вот посолила немножечко и пожарю. И поставили мы для пюре картошку. И хочу сделать подливу. Когда-то я ее делала к рыбе. Мы ее называли белой подливой. Ну, это типа соуса бешамель как бы. Просто, но там я обычно обжариваю лук, туда муку и свежая сметана или сливки. Но у меня ни того, ни другого нет. Я налью молоко. Но, походу, я вам покажу. Так, друзья, соус этот бешамель, типа, я буду делать на топленом масле. Мадина, лук у меня вон много осталось. Так, ну вот пока немножко пережарим. Вот тем временем, как видите, рыбка тоже у нас жарится. Уже пора, по-моему, переворачивать. И да, у меня был комментарий, что после того, как чистится эта сковорода, туда что-то прилипает. Как видите, ничего сюда не прилипает. По крайней мере, рыба не прилипла. Ну, просто тебя долго не было, она еще не привыкла к тебе. Никак к дяде не привыкли, то есть.
вверх и поставлю, не поставлю, а накрою крышкой, чтобы все-таки у нас толстенькая рыба, чтобы она лучше пропеклась, прожарилась. Вот, девочки, мальчики, друзья, поперчила, посолила, лучок уже хорошенечко так обжаривается, но еще немножечко, и потом я сюда положу муку. Мы очень любим эту подливу, но, правда, очень давно ее не ели, не готовили даже давно. Наверное, больше полугода я его не готовила, если честно. Так, и знаете, когда я первый раз приготовила эту подливу, когда была, ну, замужем, когда вышла замуж, и там готовила такую подливу с рыбой, моя свекровь сказала, разве такое делают? И она даже не знала, что такая подлива бывает, ну, именно со сметаной, вот такая вот. И она всегда просила, когда мы покупали рыбу, чтобы именно я делала такую, не с томатом, а именно вот со сливками, со молоком, со сметаной, вот такую вот белую подливу. Она всегда говорила, когда, ну, привозили нам рыбу, чтобы пожарить, сделаешь обязательно нам белую подливу. Так что вот так вот, друзья. Бывает очень вкусно, готовьте. И вот теперь добавим вот на этой стадии уже муку. Немножко обжарим муку. И потом добавим молоко. У меня сливок нет, свежей сметаны тоже нет, есть просто молоко. Я сверху сниму с молока сливки и добавлю. Так, ну в принципе у меня с молока собранная сметана, те же самые сливки. Вот добавим сливки. И вот немножечко теперь поварим, потом добавим кипяток. Так, и вот, друзья, налила воду сюда. Как видите, вот такой вот консистенции должна получиться. Так, это загоняет у меня птицу. В принципе, кто любит какие-то травы, можете добавить травы. Прованские, не прованские, любую траву, которую вы любите. Я не люблю ничего, кроме черного перца. Так что вот так вот. Все, теперь рыба уже почти готова. Она на пару подходит уже под крышкой. Пюре сейчас сделаю. И минут через 10 прозвучит ифтар. Ой, ифтар говорю. Азан. Будет ифтар. Вот такая вот получается, друзья, рыбка с подливом, с пюре. Это у меня сегодняшний. У нас ифтар. Мы никак с Аишки смеемся, не можем снять нормально. Вот так вот, друзья. Ну, стол я не буду показывать, уже прозвучал азан. Пойдем молиться и будем разговляться.